Здравствуйте, с вами программа «Акцент». Мы сегодня поговорим с депутатом Гордумы о проекте «Дом молодой семьи». Руслан Дмитриевич, здравствуйте. Руслан Дмитриевич Михайлов родился 15 августа 1986 года в селе Тамда Устатского улуса. Имеет два высших образования, предприниматель, депутат Якутской городской думы 2013 года. Награжден почетной грамотой за вклад в развитие молодежи политики в РСФСР. Член Палаты молодых законодателей и представителей Федерации России. У вас был проект «Дом молодой семьи». Как он сейчас проводится? Ну, проект «Дом молодой семьи», арендное жилье немножко изменилось, поменялось, да? Сейчас вообще, когда мы двигали этот проект, мы с республиканского бюджета выделили 91 миллионов рублей через республиканское ипотечное агентство. И сейчас РИА благополучно построила 2 дома. Да? Сейчас проект немножко изменен именно как арендное жилье для семей с детьми инвалидов. Да? Построили по улице Каландарашвили, Богдана Чижика, да? И сейчас как бы эти дома полностью сданы под ключ, да? И будут уже как бы по конкурсу там получается будут арендовать жилье те семьи, которые имеют детей-инвалидов. Вот. Также планируется, конечно, построить, РИА планирует построить еще дополнительный 3-й дом, 202-й микрорайон, да? Вот, ну, там тоже как бы немножко работает, скажем, документами, да, и там земельным участком и так далее, да, пока городскую думу пока вносили, но там были проблемы с земельным участком, поэтому сейчас как бы решает этот вопрос. Вот, поэтому арендное жилье немножко у нас изменилось. Конечно, в первом, скажем, проекте вообще, первоисточнике, скажем, да, была система как арендное жилье, накопление первоначального взноса для молодых семей, а сейчас просто как просто арендно сделали. И для уже как бы для семей с инвалидами, детей с инвалидами. Вот. Ну, конечно, как депутат города Якутска я именно затрагивал очень много вопросов именно по жилью. Сейчас по программе обеспечения жильем молодых семей мы в 2017 году увеличили финансирование в 5 раз. То есть уже в городе Якутске 5 раз получает больше семей. То есть, если до этого получали по 20 семей, да, в год, сейчас мы каждый год обеспечиваем жильем более 100 семей. Вот, над этим проектом как бы, я очень сильно как бы, работал с коллегами, да, хотел бы поблагодарить мэра города Якутска, да, и депутатов городской думы нашего созыва. Да. И вообще, по примеру города Якутска, да, именно по этой программе обеспечения жильем молодых семей мы увеличили. Ну, вообще мы стали катализатором, да, города Якутск, и по всей республике мы увеличили вообще получение жилья. То есть это рекордное количество семей получили в прошлом году, ну, то есть в этом году, да, получили. Это получилось, сколько? Если каждый год до этого всегда получали по 350 молодых семей, да, то в 2017 году, да, у нас получили 944 семей. Это рекордное количество вообще в истории Якутии. Да, поэтому этот проект, как обеспечение жильем молодых семей, как федеральная программа, да, очень хорошо порекомендовала и показала именно в республике. Ну, благодаря, скажем, нашим действиям, правильным действиям, да, вместе с депутатом городской думы, да, и окружной администрации города Якутска, соответственно, совместно с работой именно Министерства строительства и архитектуры городского республики Саха-Якутия. Вот, поэтому дальше будем работать по этому направлению. Да. Конечно, немножко кризис ударил. С республики в этом году, в 2018 году, денег немного получили, да. Но зато федеральное и муниципальное образование тоже также выделили больше 500 миллионов. Вот. Ну, к сожалению, республика выделила всего 15 миллионов под эту программу. Да. Но, надеюсь, мы будем дальше работать и, как говорится, уже как-то увеличивать финансирование. Вот, поэтому все равно примерно за 2018 год планируем примерно больше 500 молодых семей получить, скорее всего, жилье в 2018 году. А вот дом молодой семьи переберется из Якутска в Улусы? Да, я сам же, скажем, у меня 2 района, да, как бы я родом, да, в Шалданском районе и с Кобяйским районом очень хорошо, плотно работаю, да. И Кобяйский район ко мне выходили, я принимал участие на социально-экономическое развитие Кобяйского района, Улуса, да. И предложили, сейчас мы поселком Сангаром, главой Сангара тоже отрабатываем, да, и с Кобяйским Улусом, с Игнатом Николаевичем, да, может быть, построим именно как арендное жилье уже для специалистов, для молодых специалистов именно Кобяйского района.
в поселке Сангар. Вот, ну, это просто как бы нужно работать, и просто проекты есть примерно, там, планы, задачи есть. Вот, посмотрим, как будет. А что нужно для семей, чтобы получить такое жилье? Ну, во-первых, вообще, как арендное жилье, помните, было, вообще для молодых людей проблема в том, что у них обычно как первоначального взноса нет. Идея вообще была такая, что нужно накопить первоначальный взнос. Да? Вообще идея была, помните, заселяются молодые семьи, там арендуют в течение, там, каждый месяц платят там, 25 тысяч рублей за аренду, 5 тысяч рублей идет на содержание дома, 20 тысяч рублей уже идет на, скажем, их первоначальный, на их счет закрытый, то есть они не могут использовать, да, и в течение там 2 лет, например, да, у них накапливается в взнос. Например, в течение 2 лет они накопят там около 600 тысяч рублей, да, еще процентами там, и в итоге банк уже будет, это как для них своего рода кредитная история будет, банк скажет, вот, например, семья Михайловых, вы накопили там, в течение 2 лет там, 600 тысяч рублей, ну, как бы, каждый месяц как бы, платили как бы, без каких-нибудь проблем, да, ровно, там, срок, и мы готовы вам предоставить, вы платежеспособный, как говорится, у нас клиент, да, мы можем вам выдать кредит, ипотеку, да, соответственно. То есть у молодой семьи, у вас уже там накопилось 600 тысяч рублей, вы можете уже найти на вторичном рынке, там, или на первичном, уже свою квартиру. То есть мы уже вам выдаем ипотеку. Вот такой формат, поэтому, ну, идея такая была, да. Поэтому, как бы, мы не останавливаемся, мы будем работать дальше, да, и, соответственно, если при правильном раскладе, я думаю, что, как бы, достигаемо. Есть другие планы, проекты для социальных объектов? Не, ну, сейчас, конечно, проектов много, но по арендам жилью, вот вообще, если взять, например, ну, уже как бы республиканское ипотечное агентство немного поменяли и как бы под свое, ну, как бы под свое сделали, да, там, ну, там люди уже как бы помощь для семей с детьми-инвалидами, у кого там, ну, например, ну, там стоимость аренды там не будет там больше 15 тысяч, по-моему, рублей. Там, я пока помню, там 12, 14 и 16 тысяч рублей. То есть однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная. Она все полностью благоустроена. То есть имеется в виду с мебелью, там, с стиральной машиной, там, с холодильником, все полностью. Все под ключ. Вот такие дома как бы сейчас будут уже, думаю, будущее как бы, именно за арендным жильем. Куда обращаться семьям, чтобы получить такой? Ну, по этой программе непосредственно работает. Ну, эту информацию можно узнать в Министерстве строительства, архитектуры, да, я с ними как бы плотно работаю, да, с ними разговаривал. Вот, ну, я как помню, календарь уже как бы сдана, да, уже там, по-моему, порядок уже решен, и сейчас Богдан Чижика вот сейчас планируется, я как понял, где-то в конце апреля, либо в мае месяце будет уже конкурс по арендному жилью для детей, для семей с детьми-инвалидами. Вот. А третий дом в 202 микрорайоне уже посмотрим, уже, наверное, в этом году начнут строить, если с участком решат. Ну, то есть такая будет система очередная, да, для семей? Да, да. Вот, ну, дай бог, вот таких домов будет больше, да, потому что, с другой стороны, плохо, что именно изначально вот проект же был именно для накопления первоначального взноса, да, я думаю, к этому нам нужно обязательно дойти, чтобы именно такие дома построить, нужно построить обязательно, потому что изначально идея была такая, что 200 молодых семей заселяются в большой дом, да, 200-квартирный дом. Внизу там на первом этаже, там, скажем, ясли, там, детский сад, да, и там же еще можно медицинский кабинет поставить, да, и там же и магазины. То есть, соответственно, молодые семьи спускают детей на первый этаж, и, соответственно, ну, как бы первый или второй этаж, да, и, соответственно, как бы идут на работу. Обратно возвращают, забирают и как бы поднимают наверх. То есть в минус 50 градусных морозах, да, детей не тащат, скажем, куда-нибудь там по улицам и так далее, да, потому что не каждая семья там обеспечена, чтобы везти их на машине и так далее, да, поэтому как бы на автобусах там и так далее, по-разному, там пешком, да, доходят, если на улице минус 35-40, это холодно. Вы несколько лет проработали в Гордуме, да, и какие итоги, что сделали? Ну, итоги конкретно вот по моей программе была именно вот по обеспечение жильем молодых семей, да, реально мы к этому, ну, реально наша работа — это увеличение 5 раз финансирования молодых семей. Здесь как бы очень большая моя работа, да, с моими коллегами.
Вот. Также увеличили финансирование, я еще являюсь членом комитета по предпринимательству, увеличили финансирование по предпринимательству, то есть 7 раз мы увеличили поддержку предпринимательства в городе Якутске, да. Вот. Поэтому как бы сейчас работа, как бы сказать, неплохо прошла, стараемся уже своими избирателями и работать с наказом наших избирателей. Да, стараемся выполнить все, как говорится, нужные наказы. Вот. И вот если в целом основные вот проекты вот такие. А так, конечно, работа с людьми, вот, например, в своем округе, студенческом округе, там, где я сейчас был избран, да, ну, построили 3 квартала полностью, имеется 3 квартала полностью асфальтировали, поставили тротуар. Жильцы, скажем, мои избиратели очень довольны, да, вот, и на самом деле я сам доволен этой работой. 3 квартала полностью асфальтировано, с помощью, по наказам отработали. Благодарю администрацию города Якутска, СГХ за полную работу, и Октябрьский округ. Вот. Это совместно, на самом деле, сделано с жильцами. Ну, как бы, если все вместе собираться, все можно сделать. Вот. Сейчас я планирую как бы баллотироваться уже на 202-й микрорайон, то есть набережный округ, 203-й микрорайон, Хабарова, да, я планирую там уже в Алтуман идти, попробуем тоже как бы там наладить. Руслан Ильич, спасибо, что пришли к нам в эфир. С вами была программа «Акцент». До свидания.